Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. Сегодня в программе. Медики отмечают, в последние годы уровень детской вакцинации в нашей стране снизился. Чем грозит такая тенденция? Актуальный репортаж программы. Сотрудничество между абхазскими и российскими журналистами в разные годы, в том числе во время Отечественной войны народа Абхазии, в центре внимания участников круглого стола. Интересный рассказ об изменениях в Институте абхазского брака с древних времен до наших дней ожидал всех, кто пришел на лекцию известного этнолога Марины Барцыц. Делегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунба принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме, который начал работу в минеральных водах. В составе делегации премьер-министр Владимир Делба, вице-премьер Жансух Нанба, министр экономики Тимур Азмик-Вабия, глава администрации Сухума Тимур Агарба. На полях форума состоится ряд встреч главы государства с руководством правительства Российской Федерации, главами российских регионов и представителями деловых кругов. Также намечено подписание ряда соглашений. На форуме представлен стенд Абхазии, где можно ознакомиться с перспективными инвестиционными проектами и продукцией абхазских производителей. СГБ задержаны граждане России, подозреваемые в создании террористического сообщества для совершения тяжких преступлений. Репортаж пресс-службы СГБ. 27 апреля 2026 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия были задержаны граждане Российской Федерации Каушан Анастасия Сергеевна, Каушан Антон Николаевич и Гришин Егор Сергеевич, которые подозреваются в создании террористического сообщества для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Краснодарского края. Оперативные мероприятия в отношении данных граждан проводились совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности России с 2023 года. Каушан Анастасия подозревается в создании террористического сообщества с целью насильственного захвата административных зданий на территории Краснодарского края. Для осуществления своего преступного умысла Каушан использовала интернет-мессенджер Telegram, где поддерживала контакты со своими сообщниками. Согласно имеющимся оперативным данным, Каушан с целью избежания возможного уголовного преследования покинула территорию России в направлении Республики Абхазия, сообщив участникам сообщества, что деятельность созданного ей террористического сообщества не прекращена и что по минованию опасности Каушан Анастасия продолжит реализацию своего умысла. Таким образом, 27 апреля текущего года указанные граждане Российской Федерации были переданы по партнерским каналам ФСБ России. В отношении Каушан Анастасии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 прим. 4 УК Российской Федерации. В отношении остальных граждан проводятся следственные действия. С 24 по 30 апреля в республике, как и во всем мире, проходит Всемирная неделя иммунизации. Как отмечают медики, в последние годы уровень вакцинации в нашей стране снизился. Такая тенденция представляет большую угрозу возникновения и вспышки вакциноуправляемых детских инфекций, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем у детей. В столице вакцинация детей проходит в детской поликлинике и республиканском реабилитационном центре. Вакцинация признана самым эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний. Но с таким мнением согласны не все родители. В Сухумской городской детской поликлинике в этом году наблюдается снижение охвата вакцинации, что вызывает беспокойство у врачей. Все это они связывают с активной антивакцинальной пропагандой и распространением в социальных сетях ложной информации. Я хочу сказать немножко о другом. Вот обратиться к родителям и сказать, что мы вас понимаем, что это волнительно. Это, конечно, понятно по-человечески, но всегда надо переступить этот барьер волнения, потому что у нас тоже свои дети, свои внуки, мы тоже волнуемся, но иммунизируем их во имя сохранения жизни ребенка.
Вот в реабилитационном центре я участвую в составе комиссии по приему детей на реабилитацию. И вот у нас там попадают очень часто дети с психическими нарушениями, с аутизмом. Мы открываем их анамнез, изучаем, и оказывается, что почти все они не привиты ни одной вакцины. Вот вам доказательство того, что не вакцинация является причиной болезни, а там совсем другие глубинные причины, о которых, конечно, можно рассказывать, но уже в другой передаче. Всемирная неделя иммунизации в Абхазии проводится с 24 апреля. Каждый месяц врачи детской поликлиники прививают около 300 детей. Больше всего детей вакцинируют в городе Сухум. Такая тенденция наблюдалась и в прошлые годы. Это моя вторая дочь. Я делала и первому, и ей, естественно. Не против вакцинации, наоборот, только за. Каждый, наверное, индивидуально как-то относится. Я и с первым ребенком вообще даже на секунду не задумывалась, что не буду делать. Что с первым, что с ней, вообще не думаем. Приходим, делаем все как надо. Мы все-таки считаем, что вакцина – это обязательная процедура, что нам необходимо. То есть мы за все прививки мы как не игнорируем. У каждого родителя свое мнение на это, но вот у меня есть счет, что все равно прививки не просто так придуманы, то есть необходима вакцинация. Но это лично сугубо мое мнение. Все препараты для вакцинации хранятся в холодильниках при нужной температуре. Каждому родителю дается сертификат о профилактических прививках. Нужно отметить, что медикаменты европейского происхождения невысокого уровня защиты. Никаких планов по выполнению процента вакцинации не существует. Никаких дополнительных стимуляций, например, медработников за то, что они выполнили ту или иную вакцину, сделали, тоже не существует. У нас только один критерий – сохранить здоровье ребенку. В первые месяцы жизни делается ротовакцина, она жидкая, оральная, в ротик ребенку капается. Она немножко кисловатая, и не то, что ребенок, даже взрослый, может быть, конечно, покривиться. Так что пусть это не волнует родителей. Просто кисленькая, кислый такой раствор, немножко, да, покривится ребенок, может быть, даже чуть-чуть поплакать, но это не страшно. Это не страшно. Зато мы оберегаем ребенка от серьезных кишечных инфекций вирусного происхождения. Вакцинация проходит по утвержденному календарю. Минздрав призывает родителей не поддаваться антивакцинальной пропаганде и прежде всего делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, полиомиелита и гепатита Б. В возрасте от 1 года и 6 лет необходимо привить ребенка от кори, краснухи и паротита. Нала Чхинджирия, Ильдар Дамиров, Ризван Биквава, Абхазское телевидение. Тема вакцинации будет продолжена сегодня в новом выпуске программы «Пациент». Эксперты расскажут о важности прививок, поделятся мнением об антивакцинальной пропаганде. Не пропустите. Круглый стол «Россия-Абхазия. Честный диалог» с участием делегации представителей российских СМИ прошел в Сухуме. Перед началом дискуссии участники возложили цветы к памятнику фотокорреспондента ТАСС Андрея Соловьева, погибшего в Сухуме 27 сентября 1993 года. В делегацию российских СМИ входят представители Союзного журналистов России, газеты «Комсомольская правда» и «Российской газеты». Что обсуждали за круглым столом, расскажет Милана Агарба. Сотрудничество между абхазскими и российскими журналистами в разные годы, в том числе во время Отечественной войны народа Абхазии. В центре внимания участников круглого стола «Россия-Абхазия. Честный диалог». Представители СМИ Абхазии и России обсуждают и нынешнюю ситуацию в общем информационном поле, а также перспективы дальнейшего укрепления профессиональных связей между журналистскими сообществами Абхазии и России. Корпункт Первого канала сперва, а потом корпункт ВГТРК. Я с большим удовольствием сегодня вот в этой аудитории хочу вспомнить и поблагодарить за эту поддержку и понимание тогда Олега Борисовича Добродеева, тогда он был главным редактором программы «Время», и Анатолия Лысенко, светлая ему память.
Журналистика Абхазии уникальна, считает зампредседателя Союза журналистов России Тимур Шефир. Он отметил, что материалы об Абхазии должны появляться в российских СМИ целыми проектами, а не только отдельными публикациями. При этом упор нужно делать на абхазских журналистов, работающих на местах и владеющих полной информацией. Журналистика Абхазии достаточно уникальная. Мы сегодня находимся в очень важном историческом месте, в музее фактически боевой славы, который в том числе ковалась журналистами абхазскими и российскими, которые освещали происходящие здесь события. Опыта у абхазских журналистов, школа абхазской журналистики, которая формировалась в очень непростых условиях, она тоже очень специфическая, она очень многогранная и емкая. Здесь у нас речь идет именно в этом отношении именно о сотрудничестве и взаимообмене. Тимур Шефир также предложил использовать многолетний опыт Союза журналистов России для проведения в Абхазии образовательных интенсивов. Речь идет о проекте «Инфорум», который успешно реализуется по всей России от Калининграда до Анадыря. Проект «Инфорум» – это однодневный практикум журналистский. Он организуется и проводится силами Союза журналистов России. Технически это выглядит очень просто. В определенном регионе Российской Федерации, у нас во всех регионах есть свои отделения, мы связываемся с нашим отделением, с нашими коллегами, с управлением внутренней политики на местах, с какими-то другими партнерами, выясняем, что для них сейчас является наиболее актуальным моментом для местных журналистов. На основании их пожеланий где-то на 50% мы формируем пул спикеров. 50% это то, что хотят местные коллеги, 50% то, что считаем нужным мы. Еще одна инициатива касается обучения абхазских коллег в официальном образовательном центре СЖР в Москве. Центр имеет лицензию на профессиональную переподготовку и работает не только со сотрудниками СМИ, но и с представителями пресс-служб, правительственных структур и коммерческих холдингов. Тимур Шефир также выступил за учреждение профильного конкурса для журналистов России и Абхазии. Заместитель гендиректора российской газеты Андрей Першин предложил конкретные направления сотрудничества. Одна из них – программа «Контент-партнерство», в которой участвуют больше половины российских регионов. Участники программы могут использовать материалы российской газеты, не переписывая их, а сама газета публикует информацию о странах-партнерах. На сайте российской газеты внизу там есть строчка «Контент-партнерство». В ней участвуют больше половины российских регионов, 600 СМИ, а также СМИ Китая, Киргизии и Казахстана. Что такое контент-партнерство? Это значит, что по соглашению, есть типовое соглашение, наши контент-партнеры могут использовать наши материалы, не переписывая их, сокращая. Мы со своей стороны договариваемся, какие материалы мы используем. На сайте российской газеты это можно посмотреть, контент-партнерство ежедневно. Советник главного редактора «Комсомольской правды» Елена Овчаренко по кавказской традиции приехала с подарками. В оцифрованном архиве они отыскали 2 номера газеты с публикациями о признании России независимости Абхазии. Один экземпляр передали Бадри Гунба, а вторую обложку вручили Роберту Джопуа. Обснимите. Если можно, я вам их передам. Видите? Все, огромное спасибо. Передам. Милана Агарба, Заурлиев, Абхазское телевидение. 2 мая, ко дню рождения героя Абхазии, генерал-лейтенанта Сергея Платоновича Дбар, в Гудаузе и Сухуме пройдут памятные и торжественные мероприятия. В 10 часов утра к могиле Сергея Дбар в селе Мгудзерхуа пройдет церемония возложения цветов. В 11:30 в Музее Отечественной войны народа Абхазии имени Дбар состоится памятный вечер. В Сухуме в 14 часов церемония возложения цветов к мемориалу в парке Славы. И в 15 часов торжественное заседание, посвященное 80-летию Сергея Платоновича. После более чем 100-летнего перерыва в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Пакуащу Чемчирского района вновь будет совершено
Соборное богослужение. 5 мая в 15 часов всеночное бдение, 6 мая в День памяти святого Георгия Победоносца в 9 часов утра божественная литургия, по окончании которой состоится крестный ход вокруг возрождаемого храма. Богослужение возглавит глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Ему сослужит настоятель храма иерей Далмат Гопья. После литургии всех молящихся ждет праздничная трапеза. Ныне в храме ведутся восстановительные работы. Храм XI века в селе Пакуач был закрыт после революции. В нем размещались склад, затем магазин. 11 июня прошлого года на встрече жителей и уроженцев села Пакуач была создана инициативная группа по восстановлению храма. Начался сбор пожертвований на восстановление колокольни храма в память о погибших в Отечественной войне народа Абхазии и о жертвах ладской трагедии. По завершении работ на колокольне, установки креста и колокола, основные работы перешли в храм. Благотворительный фонд «Акзара» совместно с Минтуризма и Министерством юстиции Абхазии организовали для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей отдых в пансионате «Айтар». Кроме того, для них была организована развлекательная и познавательная программа. Дамия Акшпа расскажет детали. В течение 3 дней дети с ОВЗ и их родители имеют возможность не только отдохнуть в одном из самых востребованных и живописных мест столицы, но и поучаствовать в различных мастер-классах, играх, соревнованиях, разработанных специально для них. Кроме того, для детей подготовлена экскурсионная программа. Инициатива организации отдыха для детей с ОВЗ принадлежит благотворительному фонду «Акзара». Идею поддержали Минтуризма и Минюст Абхазии. В 7 часов вечера на территории пансионата «Айтар» планируется провести от благотворительного центра «Мы вместе» в рамках проекта «Мотивационная встреча» от Мирана Ачба планируется провести мотивационную встречу. Спикерами, которые будут Тхагушева Архас, Агар Бардзадин и Люсан Когони. Хотим выразить благодарность составу волонтерского движения при благотворительном фонде «Акзара», а также хотим выразить благодарность лучшим реабилитологам Абхазии за то, что они поддерживают нас. Это такие реабилитологи, как Ахра Чикалани, Асан Чикрети и Зинимхан Вахабов. Пансионат посетил депутат Гагарского районного собрания Ахра Барцец. Он пообщался с детьми и с организаторами и подчеркнул важность подобных инициатив и проектов. Мы услышали, что благотворительный фонд «Акзара» находится в Айтаре 3 дня. Нам очень приятно, что мы присутствуем на таком мероприятии. Встретились здесь с детишками, с молодежью. Это особые дети. Что мы им можем пожелать? Конечно же, здоровья, благополучия, чтобы они жили долго, счастливо в окружении своих близких. Настоящим сюрпризом для ребят стал визит блогера Давида Пачуля. Дети с интересом общались, задавали вопросы и делали памятные фотографии. Теплая и дружеская атмосфера встречи подарила им множество положительных эмоций. На самом деле дети, увидев меня, так обрадовались. И я сам сейчас испытываю такие эмоции. Я прям даже не могу передать, насколько, вот увидев меня, вот я сейчас понимаю то, что я делаю. Очень многим, может быть, кому-то кажется как-то, кому-то это не нравится, но на данный момент я очень прям убедился, что именно те дети, которые были сейчас, которые не могут жить такой жизнью, как живем мы, здоровые люди. И на самом деле, смотря на меня и видя в меня, и обрадовались, обняли, поцеловали. О, Дава, 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 Дава. Мы должны помогать таким детям и должны рядом стоять. Я лично от себя первый раз на самом деле увидел такую обстановку, и очень сильно меня это затронуло. Поддержка людей с ОВЗ имеет большое значение. Такие проекты важны для ребят, так как способствуют их социальной адаптации, получению новых навыков на пути к независимой, полноценной жизни. Дамей Акашба, Налыч Кинджери, Раму Камке, Абхазское телевидение. Нотное издание «Абхазская диаспора» обрядовый танец абхаза в Аураше представили в Сухуме. Автор Дежен Чурей – музыкальный фольклорист и доктор филологических наук. Через исследование музыкальной составляющей древнего танца обратилась к проблеме изучения культуры абхазо-адыгских народов, проживающих в Турции. По ее словам, главная причина, побудившая к исследованию, заключается в том, что этномузыкальная культура, наука о музыке абхазской диаспоры в Турции до настоящего времени не
получила комплексного научного исследования. На протяжении многих поколений она развивалась вне исторической родины. Книга, выпущенная тиражом 100 экземпляров, она доступна и в цифровом варианте. Главная причина, побудившая нас к данному исследованию, заключается в том, что этномузыкальная культура, органология, наука о музыке или музыкальная фольклористика абхазской диаспоры в Турции до настоящего времени не получила комплексного научного исследования. Материалом для подготовки нотного издания послужили различные варианты Аураща. Архивные записи были предоставлены историком Русланом Гошба. Основной массив материала был собран во второй половине 20 века в 70-е и 80-е годы. Записи были сделаны от информантов Эсхада Ахпа, также Шамиля Яшпа. Основными инструментами сопровождения является ударный инструмент акапкап, аинкага и язычковый инструмент венского типа амрзакан. При расшифровке материала особое внимание было уделено сохранению этих вариативных норм. Лекция абхазского этнолога Марины Барциц прошла в Государственном русском театре драмы имени Фазили Искандера. Она была посвящена институту брака, семейным ценностям и нормам поведения в традиционной культуре абхазов. Мероприятие прошло в преддверии премьерных показов психологической драмы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф», которые пройдут 2 и 3 мая. Ирина Богателия была на лекции. Увлекательное путешествие во времени, интересный рассказ об изменениях в институте абхазского брака с древних времен до наших дней ожидало всех, кто пришел на лекцию известного этнолога Марины Барциц. Она затронула важные темы, такие как семейные ценности, нормы поведения в традиционной абхазской культуре и необходимость формирования с раннего возраста гендерной идентичности. Марина Барциц рассказала об исключительной роли всех членов семьи. Брак в абхазской культуре – это не просто союз двух людей, а союз родов и поколений, подчеркнула она. Этнолог акцентировала внимание на важности поддержания связи между самыми молодыми и самыми старшими членами семьи. Передача мудрости от старших к детям играет важную роль в укреплении любви и взаимопонимания в семье. Институт брака – это очень важный социальный, даже государствообразующий институт. Это вопрос демографии, это вопрос культуры, это вопрос традиций. Это вопрос вообще будущего. И самое главное для меня, как этнографа, очень важно знать логику собственной культуры. Вот если мы будем знать, когда ты знаешь собственную традицию, ты можешь меняться вместе со временем. Нельзя жить, как будто ты в XVI веке или в I веке, в X. То есть ты должен быть современен. И вот эти наши традиционные ценности, традиционные институты, они должны трансформироваться, но быть современными, но не теряя своей вот сути. То, что нас защищало, то, что нас берегло, то, что нам давало собственное лицо и собственную культуру. Проект проведения подобных лекций в театре стартовал несколько месяцев назад. Каждое мероприятие связано с предстоящими спектаклями. Лекция Марины Барциц прошла в преддверии премьерных показов пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вульф», которая состоится 2-3 мая. Спектакль раскрывает сложные отношения между супругами, их внутренние конфликты и вопросы любви и понимания, что напрямую перекликается с темами, поднятыми на лекции. Очень важно, чтобы абхазская культура была актуализирована. Это вот та задача, которую мы выполняем. Мы транслируем вообще в своих спектаклях ценности абхазской культуры. У нас есть спектакли по абхазской литературе. И люди, которые приходят в театр, они говорят, вот мы узнали очень много об Абхазии, о народе, об истории. Мы больше полюбили Абхазию. У нас какое-то сложилось более целостное представление. И с помощью вот таких лекций, когда настоящие профессионалы, ученые рассказывают о том, что мы сами абхазы не всегда на самом деле помним и знаем, то это делает культурную миссию театра более убедительной и целесообразной. Следующая у нас премьера в конце мая. Это спектакль по абхазским сказкам «Хайт» или «Сказка без конца». Вот такое название спектакля. И вот обязательно перед этим спектаклем за несколько дней у нас будет лекция, я думаю, посвященная абхазскому фольклору, скорее всего.
Марина Барцис привела примеры реальных людей из абхазской истории, что сделало обсуждение более живым и понятным для аудитории. Это позволило участникам лучше понять, как традиции и семейные ценности влияют на современное общество. После лекции зрители могли задать этнологу вопросы. Лекцию посетили как представители старшего, так и молодого поколения, что подчеркивает актуальность и заинтересованность в обсуждаемой теме. В чем плюс и счастье быть на этой лекции, потому что она нам дает каждый раз, она нас выводит опять на точку отсчета, от которой мы должны идти. Мы все время в жизни куда-то ходим в сторону, и в том числе на свадьбах, и нарушая какие-то правила. Мы перестали вставать за столом, когда произносим тосты, нам кажется, ничего такого. Но на самом деле, чем дальше ты делаешь этот шаг немножко-немножко, ты уходишь от какой-то истины. И эта лекция позволяет нам понять, что все-таки основа, мы не должны уходить далеко от основы. Вот. Не значит, что наш народ лучше, чем какие-то другие народы, но каждый народ должен помнить свои какие-то истоки, свои правила, которые определяют это. Каждый человек, вот самый трудный момент, он всегда ищет точку опоры. Вот точка опоры – это вот наши устоявшиеся законы, наша апсура. Рустрям планирует продолжить проведение таких лекций, ведь театр – это не только искусство и спектакли, но и связь с народом. Такие мероприятия помогают укрепить эту связь и сделать культуру доступной для широкой аудитории. Ирина Богателя, Ахрамичба, Абхазское телевидение. На железнодорожной станции Цандрипш завершили укладку нового пути. В течение нескольких недель специалисты уложили 100 метров нового подъездного пути к Бакгаузу. Новые работы помогут увеличить пропускную способность станции, ускорить обработку грузовых составов. Расширение инфраструктуры также открывает возможности для развития внутренних перевозок по всей республике. В будущем планируется регулярно доставлять инертные и сыпучие материалы из Дранды и Гудауты в Цандрипш по железной дороге. Международный фестиваль «Вдох», который соберет 3000 представителей науки, бизнеса и госструктур из России, Абхазии и Кыргызстана, пройдет в Пицунде с 1 по 4 мая. Программа организована в формате города будущего и сочетает технологические сессии по ИИ и робототехнике с глубоким культурным обменом. Инфраструктура включает 15 параллельных площадок от телекоммуникаций до стратегий личностного роста. Особое внимание будет уделено семейному участию и междисциплинарному подходу, что поможет интегрировать инициативы молодежи в действующие бизнес-модели. Ожидается, что форум закрепит за Абхазией статус перспективной международной площадки для развития инноваций, науки и искусства. Часть Сухума останется без воды 29 апреля. С полуночи до 19 часов водоснабжение отключат у жителей нового района, старого поселка, улицы Эшба на горной части города. Вода также не будет поступать на верхние этажи многоэтажек в центре столицы. Как сообщает водоканал, отключение связано с ремонтными работами. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 29 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов, температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.